Здравствуйте! В эфире «Вечерние новости», в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. Обстановка на Лене. Как организовано передвижение судов на реке, как ходят паромы и аэроботы. Перепись населения. Осталось 3 дня до завершения всероссийской процедуры. Районы отчитываются о предварительных результатах. Международный день энергосбережения. В честь этой даты приготовили познавательный сюжет на тему выгодной экономии энергии дома, как выбрать лампы. На Лене с села Техтюрмегина Кангаласского района до Жатаи курсирует один паром. В сопровождении ледокола в день выполняются 2 рейса в зависимости от загруженности. Также курсируют 5 аэроботов с Нижнего Бестяха, с 2-го причала, паромной переправы с пересадкой на Хивусы на середине реки. Таким образом, в Якутск пассажиры прибывают на 202-й микрорайон. Цена проезда на данный момент 3000 рублей. Это временно в этот период из-за сложной обстановки на реке. По 8, по 9, по 10 человек, ну смотря какая загрузка, сколько вещей. И там вот пересаживаются, да, вот на этих вот песках, на ершах. И уже дальше идут на подушки. Сейчас вот новую дорогу пробили. Идут по новой дороге они. Более-менее так, ну, нормально для подушек. И сколько будем здесь, я говорю, стоять, я не знаю. Река только встанет. Может быть 3 дня, может быть 4 дня. Река только встанет, а работами накатают немножко, ну, очертания дороги. И будут они уходить, уже будут подушечки потихоньку ходить, будем дорогу здесь набивать. Ну, чтобы не провалиться вот до этого времени. Ну, я говорю, дня 4, наверное. Точно не знаю, как вот погода будет. Ввели в эксплуатацию после капитального ремонта участок федеральной дороги Вилюй с 189 километра по 204 между селами Бердигостях и Асыма Горного Улуса. Общая протяженность 15 километров. В ходе капитального ремонта дорожники ликвидировали участок с грунтовым покрытием, который являлся подтопляемым участком в районе водохранилища реки Матта. На участке выполнены работы по восстановлению земляного полотна. Также обустроили двухслойное асфальтобетонное покрытие. На всем протяжении участка дорожники установили новые дорожные знаки. Установили 18 новых водопропускных труб, общая протяженность 369 погонных метров. И кроме этого установили еще 7 километров барьерного ограждения, нанесли разметку на дорогу. Большое спасибо дорожной организации «Горный автодор», что вовремя, в сроки и качественно завершили этот участок. И сегодня мы связываем 2 населенных пункта хорошей, качественной асфальтовой дорогой. В Хангаласском Улусе перевыполнили план переписи населения. Так, на сегодняшний день переписано 26 391 житель Улуса, в то время как организованный план по Улусу составляет 24 846 человек. Напомним, до окончания всероссийской переписи населения осталось всего 3 дня. Основная часть населения республики уже приняла участие в переписи, ну а тем, кто ее еще не прошел, необходимо это сделать до 14 ноября включительно. Предоставить сведения о себе для участия в переписи можно электронно через госуслуги или лично, продиктовав сведения переписчику, который приедет на дом. Также можно самостоятельно подойти в стационарный переписной участок, который функционирует в каждом населенном пункте. По району переписано 26 391 человек. В передовых первый Мальжигар, 103,6% переписано населения. Второй Мальжигар, 119% переписано население. Село Ой, Ижерский Наслик 102%, Актемцы 100%. Отстает село Бестях, в нем переписано 68% населения. Сбербанк в честь 180-летия и в рамках Дня всемирного шопинга приготовила для своих клиентов ряд выгодных предложений. Это не только скидки, но и новые банковские продукты. Подробнее Дмитрий Тымыр. 12 ноября Сбербанку исполняется 180 лет со дня его образования. За это время Сбер стал не только одним из самых востребованных и удобных банков страны, но и трансформировался в экосистему со множеством сервисов. Сейчас, по прошествии 180 лет, Сбер уже
вышел далеко за рамки, собственно, финансового рынка, банковского рынка, является экосистемой, которая представлена во многих и многих отраслях. И уже традиционно, уже 4-й год подряд к своему дню рождения Сбербанк предлагает подарки своим клиентам. В перечне подарков «Зеленого дня» не только предложения банковского и финансового характера, но и различные скидки на сервисы экосистемы Сбера. Так, для физических лиц банк предлагает новую кредитную Сберкарту с особыми условиями. Также большие скидки до 50% представлены на различные виды страхования. Помимо этого, скидки и бонусы ждут потребителей на сервисах Сбермаркет, Сбермегамаркет и других. Не забыли в Сбере и про спецпредложения для бизнеса. Также в период с 11 по 17 ноября для клиентов, решивших открыть расчетный счет в Сбере, будет действовать скидка на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. И на полгода такой пакет услуг будет предоставляться по цене 1 месяца. Это и пакет услуг «Набирая обороты», и ВЭД без границ, пакет услуг полным ходом. Управляющий якутским отделением Сбербанка также отметил, что якутяне в период пандемии стали больше пользоваться онлайн-сервисами. В эти дни скидки и спецпредложения ожидают их и во многочисленных онлайн-сервисах Сбера. Такой сервис, как онлайн-кинотеатр «Ока», он, во-первых, действительно востребован на нашем рынке. И очень здорово, что год назад мы вышли в этот кинотеатр с нашим региональным кино. Раздел якутского кино появился первым из всех регионов. И это для нас определенная гордость. И уверен, что для наших клиентов это тоже дополнительный повод для того, чтобы зайти в этот онлайн-кинотеатр, воспользоваться и радоваться просмотрам. Так что в эти дни дается уникальный шанс для всех потребителей Сбербанка воспользоваться специальными праздничными предложениями, найти свою скидку, свою выгоду и свой продукт. Более подробную информацию и предложения можно узнать на сайте Сбера, в мобильном приложении Сбербанк онлайн и в других сервисах банка. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Жители Амгинского улуса на протяжении нескольких лет участвуют в республиканском конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. В этом году в связи с эпидситуацией отборочный этап проектов проходит в дистанционном формате. На днях в Амгинском наследии прошло предварительное голосование, где жители предложили 16 проектов. Из них комиссия выбрала 5 наиболее приоритетных, которые сейчас участвуют в окончательном онлайн-голосовании. Это все завершится до 15 ноября, и 3 проекта, которые наберут наибольшее число голосов, будут участвовать уже в республиканском отборочном этапе. То, что население ставит такие вопросы, это, я считаю, что гражданская инициатива населения с каждым годом растет, и они желают жить в благоприятной среде и благополучном для жизни территории. Сегодня Международный день энергосбережения. Экологически чистые технологии становятся тенденцией мирового масштаба, учитывая высокий уровень загрязнения окружающей среды. На прилавках магазинов светотехники широкий выбор электрических ламп. Какая из них наиболее экономичная? Об этом в сюжете далее. Самой эффективной и экономичной считают светодиодную лампочку. Чем же она так хороша и как выбрать лучшую? Давайте разбираться. У каждой лампочки есть свой номинал потребляемой мощности. То есть у светодиодных лампочек это от 3 до 30 ватт в час. Если из расчета брать, у нас 1 киловатт в час в Якутии это 6,5 рублей. Вот представьте, одна лампочка, у нее энергоресурс 30-40 тысяч часов. Соответственно, то, как вы будете часто использовать, от этого будет зависеть цена и энергоресурс. Светодиодные лампочки бывают с матовой или прозрачной колбой. Матовые светят вперед и немного по бокам. Прозрачные напоминают лампу накаливания. Внутри у них светодиодные нити, светят во все стороны. К тому же бывают разных форм, но это никак не будет влиять на качество освещения.
только на дизайн. А вот что точно влияет и на качество, и на наше самочувствие, так это цветовая температура. Так, к примеру, теплый цвет успокаивает и настраивает нас на сон, а холодное свечение, напротив, бодрит и повышает работоспособность. Некоторые производители и вовсе экономят на деталях. Проведем тест. Наводим камеру телефона. Вот такую лучше не брать. Она вредит нашему зрению и снижает работоспособность. А так выглядит безопасная светодиодная лампочка, без пульсации. А еще у качественной лампочки должен быть стабилизатор напряжения. К примеру, при 230 вольтах лампочка горит ярко. Но если напряжение в сети падает и лампа гаснет, значит светить ярко она будет только при постоянном напряжении в сети. Эта лампочка без стабилизатора. Информацию о нем ищите на упаковке. Вот этот вот значок показывает то, что при больших скачках он может работать. То есть понизилась мощность, повысилась мощность, он выдерживает. Индекс цветопередачи это больше 80, но у всех светодиодных лампочек это больше 80. Световой поток 880 люменов. То есть 880 люменов он позволяет осветить достаточно большую территорию. И цветовая температура. 2700 это у нас теплый белый свет, 4000 кельвинов это у нас нейтральный белый свет и 6500 кельвинов это у нас холодный цвет. Выбирайте качественные лампы. Они и прослужат вам долго, и вреда здоровью не нанесут. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в 8 часов ровно на канале Якутия 24.